Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в форуме «Один пояс, один путь». Вопросы сохранения и развития культуры и наследия обсудили специалисты Туркменистана и Татарстана. Ашхабад готовится к проведению конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана» и другие новости. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на конференции высокого уровня «Один пояс, один путь», в Пекине отметил, что ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте. Открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе. Национальный лидер туркменского народа также рассказал о планах по расширению географии и объемов поставок туркменского газа и электроэнергии. В рамках форума «Один пояс, один путь» также прошли встречи высокого уровня, посвященные развитию транспортных коммуникаций, экологическим проектам и цифровой экономике. Было проведено 6 конференций по темам внешнеторговых отношений, культурно-гуманитарных связей, взаимодействия между аналитическими центрами, продвижения межрегионального сотрудничества и морских проектов, а также большое собрание представителей деловых кругов. Встреча высокого уровня завершилась принятием ряда инициатив. Кроме того, участники подписали меморандум о сотрудничестве по совместной реализации плана действий по развитию зеленой науки и технологий в Центральноазиатском регионе. В рамках специальной культурной программы, подготовленной для супруги председателя Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Гулгерек Бердымухамедова посетила Музей женщин и детей Китая, где прошла выставка «Туркменистан. Сердце Великого Шелкового пути». Экспозиция посвящена туркменским коврам и предметам декоративно-прикладного искусства. В рамках проходящих в Туркменистане Дней культуры Республики Татарстан в Ашхабаде в Музее изобразительных искусств состоялась встреча в формате круглого стола, посвященная вопросам сохранения, изучения и развития народных промыслов и ремесел. Как отмечалось, туркмены и татары широко известны как народы, внесшие значимый вклад в мировую культурную сокровищницу, благодаря своей славной истории, богатому культурному наследию, а также обычаям и традициям, материальным и духовным ценностям. Собравшиеся были ознакомлены с работой, проводимой в Туркменистане по сохранению народных традиций, созданию условий для развития ремесел. Отдельные сообщения были посвящены художественным особенностям туркменского ювелирного искусства, туркменского ковра, вышивки и керамики. Туркменистан готовится к проведению 28-й международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2023», которая состоится с 25 по 27 октября в Ашхабаде. На форуме туркменские специалисты представят перспективные инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе страны. Среди проектов будут дальнейшая разработка месторождения Галкыныш, строительство газопровода Топи, оптимизация добычи нефти и газа на суше, освоение месторождений в туркменском секторе Каспия, а также проекты в области возобновляемых источников энергии. Ожидается, что выставка продемонстрирует достижения отрасли в соответствии с современными трендами. Это будет способствовать укреплению партнерских связей в нефтегазовой сфере и поддержке интересов Туркменистана на мировом уровне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в 2035 году Индия, создав собственную космическую станцию, а к 2040-му будет готова отправить своего астронавта на Луну. Успех недавних лунных миссий вдохновил Индийскую организацию космических исследований к дальнейшему освоению космоса, в частности Луны. Премьер-министр призвал индийских ученых начать работу над орбитальным аппаратом для Венеры и посадочным модулем на Марс. 71-летний мужчина из Руанды панически боится женщин и прячется от них уже на протяжении 55 лет. Чтобы избежать встречи с женщинами, он окружил свой дом 4-метровым забором и практически не выходит за его пределы. При этом именно женщины приносят к его забору еду, воду и лекарства. Местные жители говорят, что женщин он начал сторониться лет в 16. Мало кто видел, чтобы он выходил с тех пор из своего дома. Чтобы стимулировать детей пить молоко, японский производитель молочной продукции Секи Милк печатает на стеклянных бутылках комиксы в стиле манго. Рисунки, нанесенные белой краской, будут видны только если опустошить бутылочку с молоком. Уловка, заставляющая детей пить больше молока, вызвана проблемой недостатка кальция у японских детей, которые часто не допивают свою ежедневную порцию молока за обедом. Кроме того, подобная мера позволит снизить появление пищевых отходов.
В Олимпийском городке Ашхабада состоялись международные спортивные соревнования. Тактические игры ОАЭ «Туркменистан», организованные по случаю 28-летия установлению дипломатических отношений между двумя странами. В соревнованиях приняли участие 40 команд из Туркменистана и 3 команды гостей из ОАЭ. Спортсмены соревновались в упражнениях, направленных на проверку функциональной подготовленности, силы, выносливости и координации движений. По словам организаторов, целью мероприятия стало укрепление дружеских связей между странами через спорт и здоровый образ жизни. Победителей ждали памятные призы и награды. В товарищеском матче между сборными Ирана и Катара иранская команда одержала убедительную победу со счетом 4-0. Один из голов на счету Сердара Азмуна, форварда туркменского происхождения, выступающего за сборную Ирана. Этот гол стал для Азмуна 47-м в футболке национальной команды. Тем самым он приблизился ко второму рекордсмену по количеству голов за сборную Кариму Багири, у которого на счету 50 мячей. Лидером же по этому показателю остается Али Даии со 109 голами. Глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа от имени всех членов ассоциации АФК выразил желание поддержать предложение Саудовской Аравии о проведении чемпионата мира 2034 года. Об этом он заявил в ходе внеочередного конгресса АФК. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.